Истории великих полководцев и генералов России рассказывают в проекте «Легенды армии» на телеканале «Звезда». За героями очередной ленты съемочная группа приехала в Северную Осетию. Ранее они уже сняли документальный фильм о легендарном генерале Сеплиеве. А сейчас приступили к съемкам другой картины. В ней расскажут о герое Советского Союза Хаджи Умаре Мамсурове. Основной сюжет ленты о том, как формировался его характер на осетинской земле. Какие еще секреты будущей картины раскрыли в материале Виктории Базгадзе. Место действия – Даргас, участники – фамилия Мамсуровых, сцена у Родовой башни. Главная цель – вспомнить все, рассказать как можно больше и не упустить ни одну деталь. Что говорили старшие и что запомнилось самим. О нем, герое, который прославил фамилию Хаджи Умаре Мамсурове. Будучи молодым парнем, ему поручили смотреть за Калининым. И вот кто-то хотел покушать на него, и Хаджи Умар со своими друзьями погнался за ними и, в общем, отогнал. Эти люди собираются здесь только по праздникам, и сейчас, можно смело сказать, наступил именно такой случай. Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Легенды армии» хочет рассказать непридуманную историю героя. Открываются все время новые и новые такие моменты его биографии, о которых раньше никто не знал. Ну, может быть, они были засекречены в связи с его профессиональной деятельностью. Ну, например, вот я дожил до седин и не знал о том, что он был организатором партизанского движения в Крыму. И мы хотим, чтобы мы все это знали. А чтобы знали, ведь нужно писать книги, снимать фильмы. Автор фильма и продюсер Олеся Шахбазова с придыханием рассказывает про военного разведчика. Каждая история становится ее личной. Она проживает заново то, что закончилось много лет назад. Задача – найти факты, о которых никто не знал до. Рассказать то, о чем никогда не писали в Википедии. Как он стал таким, кем он был, когда снимал военную форму. Интересно понять, вот в данном случае в Осетии, что сформировало такого человека уникального? Какая семья, может быть, традиция, окружение? Почему у него возник такой характер, такой стержень? Какая земля? Почему эта земля родила такое количество героев? Нам интересно понять, что такое осетинский дух, который он пронес через всю свою жизнь и завоевал огромное уважение у своих сослуживцев. В Северной Осетии проходит только часть съемок. Это герои Тасултан и Ислам Мамсуровы, Руслан Бедоев, дочка героя Зарета и, конечно, сама республика. Съемочная группа, автор фильма и оператор. Александр Алексеев не впервые участвует в таких проектах. Кадры его камеры можно найти и в фильме про Сеплиева. Здесь нужно показать для людей из центральной России, которые не связаны с Кавказом. Надо показать так, чтобы зацепить человека. Есть одна хорошая фраза: если ты хочешь вырасти как личность, ты должен общаться или смотреть на людей, которые выше тебя по развитию, и подтягиваться к ним. Но тебе хочется хотя бы чуть-чуть, даже приняв участие в съемках фильма про него, просто быть немного ближе к этой истории. Это очень интересная работа и на самом деле достаточно сложная. У каждого фильма есть свой срок съемок – это месяц. В этой картине будет не столько хроники, сколько инсценировка событий из жизни Хаджи Умара Мамсурова. Кадры будут снимать в Подмосковье. Хронометраж фильма – 40 минут. Выход может замедлить и работа ГРУ. Рассекретить данные – работа сложная, но, как отметили сценаристы, достаточно интересная, как для участников процесса, так и в будущем для зрителей. Виктория Базгадзе, Константин Хитогуров. Новости Осетии.